Париже прошли Дни культуры Ингушетии, посвященные столетию ингушской государственности. Мероприятие в Русском доме науки и культуры собрало представителей французских культурных ассоциаций, студентов и преподавателей парижских университетов, специалистов ЮНЕСКО, а также ингушских студентов и специалистов. Гостей знакомили с тематическими экспозициями, выставками художников, национальными костюмами, истингами и курхарсами. Особый интерес посетителей вызвали фотовыставка о башенной архитектуре Ингушетии и стенд о первой школе каменщиков-реставраторов. Французские специалисты высоко оценили уровень организации мероприятия и представленные материалы. Дни культуры Ингушетии стали важным шагом в знакомстве французской общественности с богатой историей, культурой и традициями ингушского народа. Льготные образовательные кредиты хотят выдавать только для отдельных специальностей. Минобрнауки России предложил льготные образовательные кредиты под 3% под определенные специальности – педагогические науки, медицину, инженерные специальности. Взять образовательный кредит с господдержкой смогут только студенты этих специальностей. Сейчас это могут сделать студенты любого направления обучения. Для самозанятых введут социальные взносы и больничные. Минтруд сейчас прорабатывает законопроект, по которому изменятся условия для самозанятых. Они смогут отчислять социальные взносы в соцфонд и брать больничные, которые будут оплачиваться. Эксперимент планируют запустить в 2026 году. Новое пособие предложили выплачивать беременным студенткам. Минобрнауки обратилась с предложением к Госдуме. Они предлагают выплачивать пособие в размере МРОТ беременным студенткам. Власти считают, что стипендии сейчас маленькие, и этого недостаточно для поддержки будущей мамы. Из-за маленьких выплат студентка может отказаться от рождения ребенка. С 1 января 2024 года МРОТ в России составляет 19 242 рубля в месяц. К Новому году стоимость электроники, в частности ноутбуков, в российских магазинах вырастет на 10-15%. Первые партии продукции по повышенным ценам уже закуплены российскими дистрибьюторами и будут доставлены в нашу страну к началу предновогодних продаж. Основной причиной повышения стоимости называют рост котировок валют, в которых рассчитываются российские импортеры с иностранными контрагентами. К этому добавляется общемировое повышение цен на комплектующие для электроники, а также отказ ряда иностранных банков от проведения платежей из Российской Федерации и усложнения логистических цепочек. Социальный фонд совершенствует меры социальной поддержки. С 1 января 2025 года изменится порядок выплат по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами первой группы. Надбавка в 1200 рублей по уходу за гражданами старше 80 лет и инвалидами первой группы будет назначаться без заявления гражданина. Предоставлять сведения о человеке, который ухаживает за таким пенсионером, больше не надо. Выплаты включаются в состав страховой или социальной пенсии. Если у гражданина две пенсии, надбавка назначается к одной из них. Для тех, кто ухаживает за престарелыми гражданами, нуждающимися в постороннем уходе, действующие выплаты по уходу сохранятся до завершения таких периодов. Также будет индексироваться вместе с пенсией надбавка в 1200 рублей инвалидам с детства первой группы без ухода за ним. Выплаты в размере 10 тысяч рублей продолжат получать родители и опекуны, ухаживающие за инвалидами с детства первой группы. Ингушский государственный театр юного зрителя представит спектакль «Гадкий утенок» на 4-м международном фестивале детских камерных театров «Волшебный фонарик» в Санкт-Петербурге. С 2021 года театр у Нарвских ворот проводит этот фестиваль при поддержке Комитета по культуре и Санкт-Петербургского отделения Союза театральных деятелей РФ, благодаря чему лучшие детские театры показывают свои спектакли для детей. В этом году в фестивале будет принимать участие коллектив Ингушского государственного театра юного зрителя с 22 по 26 октября.